Эксперты предупреждают, что китайское правительство увеличивает поставки электроэнергии, угля, природного газа и нефти из Восточного Туркестана в материковый Китай, усиливая загрязнение почвы и воздуха, а также другие экологические разрушения в районах проживания уйгурского народа. По данным китайских государственных СМИ China News Network, на нефтяном месторождении Тарим недавно была пробурена скважина в 10 тысяч метров, побив рекорд самой глубокой скважины в Азии. Из глубокого слоя этой скважины китайцы извлекли 19 миллионов 700 тысяч тонн нефти и природного газа, подчеркнув, что скважина в 10 тысяч метров – это вклад в развитие человечества. Одной из важнейших проблем является серьезное разрушение экологической среды реки Тарим, крупнейшей реки Восточного Туркестана, которую уйгуры считают материнской рекой. Турецкий уйгурский академик, живущий в Турции, сообщил, что его мать, о которой он не слышал 7 лет, скончалась. Член факультета университета Анкары Хачи Байрам Вели, социолог Восточного Туркестана, профессор Абдурашид Челиль Карлук сообщил, что скончалась его мать Хавахана Мехмета, о которой он не слышал 7 лет и которая находилась в китайском плену. Профессор Абдурашид Челиль Карлук сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Карлук заявил: «Я узнал новость о том, что Хавахан Мехмет, моя дорогая мать, опора семьи Карлук, скончалась в неописуемой боли. Моя дорогая мама, с которой я не мог общаться и видеться 7 лет, пусть твое место будет на небесах». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 марта принял главу областного правительства Уйгурского автономного района Эркина Тунияза, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи обсудили приоритетные направления сотрудничества между Узбекистаном и Уйгурским автономным районом, в том числе развитие практического взаимодействия. По данным пресс-службы, в настоящее время доля Уйгурского автономного района в двусторонней торговле между двумя странами составляет около 10%, и этот показатель имеет тенденцию к росту. В оккупированном Китаем Восточном Туркестане режим КПК обвиняется в геноциде тюркских народов-мусульман, особенно уйгуров. Узбекистан является одной из ведущих стран, поддерживающих продолжающийся геноцид турок-мусульман в оккупированном Восточном Туркестане. Китайские подрядчики приостановили строительство 2 крупных плотин в Пакистане после того, как на этой неделе террорист-смертник убил 5 китайских инженеров и пакистанского водителя, сообщил 29 марта IFP представитель провинциальной администрации. Речь идет о компаниях China Gijuba Group Company и Power China, которые приостановили работы на плотине Дасу и плотине Диамир-Бхаша, соответственно. По сообщениям, подрядчики проекта попросили правительство Исламабада разработать новые планы безопасности, прежде чем вновь открывать строительные площадки, на которых занято около 1250 китайских рабочих. Тюрктелеком подписал долгосрочное кредитное соглашение на 200 миллионов евро с Bank of China и The Export-Import Bank of China для финансирования новых инвестиций, стратегических инициатив и планов роста. Окончательный срок погашения кредита – март 2029 года. Годовая процентная ставка Euribor плюс 1,5%, общая стоимость Euribor плюс 3,37% годовых, включая страховую премию и другие предварительные расходы. Китай обвиняет в том, что он кредитует страны в рамках проекта «Один пояс, один путь», затягивая многих из них в долговую яму.